olup var buların tuğunu yan o no no.
занимающая 1/5 часть России, Республика Саха известна не только своим суровым климатом, изобилием природных богатств, бескрайней тундрой, океаном тайги или многочисленными реками и озерами. Сама жизнь в сверхэкстремальных условиях, при свирепых морозах 9-месячной зимы и краткого знойного лета, с незаходящим круглые сутки солнцем, требовала от якутян силы и ловкости, терпения и выносливости. Само проживание в вечно мерзлом краю стимулировало умение нашего народа преодолевать тяготы и лишения, стремление к состязательности и желание побеждать, выигрывать в любой, самой сложной ситуации, спасая таким образом свою жизнь. И вследствие этого у нашего народа веками вырабатывалась целая система народных упражнений и игр, воспитывающая сильного физически и стойкого психологически человека, умеющего противостоять всем трудностям, трудиться в морозы и жару, добывать самых сильных хищных зверей, словом, выживать в любых условиях. И эта система стала неотъемлемой частью общей культуры населяющего крайний север народа Саха. Северный наш край, начиная с 60-х годов, прославился на весь мир своими спортивными успехами, которых не достигли сегодня даже многие более многочисленные народы и экономически сильные государства. 2 олимпийских чемпиона и чемпион сурдоолимпиады из представителей менее чем 4000-го народа Саха, несколько призеров олимпиад, паралимпийских и сурдоолимпийских игр видят корни успеха в якутских национальных видах спорта. Вот он, долгожданный якутский сюрприз. Победа! Во время народного праздника Эсэх, знаменующего наступление лета, наши предки испокон веков мерились силами в перетягивании палки. Проверяли свою ловкость и удаль в борьбе хапсагай. Состязались в привлекающих всеобщее внимание прыжках-многоскоках или беге на перегонки. Устраивали унаследованные от своих древних предков-степняков конные скачки. Победители этих соревнований становились народными героями. Молва о них переносилась сказителями древнего эпоса Аланхо или досужими любителями народных забав из одного улуса в другой. Легенды о могучих силачах и быстроногих бегунах сохраняются в памяти народной до сих пор. А якутские национальные виды спорта сегодня являются гордостью народа Саха, частью его культурного наследия. И органично вошли в систему физической культуры и спорта нашего северного края. Это уникальная борьба хапсагай, развивающая гибкость и координацию, когда достаточно заставить своего соперника коснуться земли любой частью тела. И именно хапсагаем увлекались с самого детства наши прославленные борцы. Этот вид борьбы протарил им дорогу к вершинам Олимпа. Это перетягивание палки, получившее в новом веке название масс-рестлинг, требующее силы и выносливости. Единственный по-настоящему джентльменский вид единоборств, в котором не нужно наносить противнику удары, а следует только перетянуть противника на свою сторону. Это прыжковое многоборье, имитирующее движение животных. Кылы – скачки на одной ноге, имитирующие предвзлетную пробежку журавля. Истанга – прыжки с ноги на ногу, в подражание скачущему шагу оленя или лося. Кобах
Прыжки одновременно двумя ногами. Дословно переводится как «заячьи прыжки». Преимущество всех этих видов в том, что они не требуют больших специально оборудованных помещений и дорогостоящей экипировки. Достаточно небольшого пространства и самого простого подручного инвентаря. Представители северных народностей, населяющих арктическую зону, охотники, рыбаки и оленеводы также имели свои национальные физические упражнения, соответствующие природным особенностям места их проживания и способствующие развитию трудовых навыков. Метание аркана с целью поимки оленя, бег по снегу с палкой, метание топора, гонки на оленях и собаках. Мы знаем, что все олимпийские виды спорта в своей первооснове являлись национальными видами тех или иных народов, которые, благодаря своей универсальности, самобытности и степени приспособления, получили широкое распространение. И якутские национальные виды не исключение. Республика Саха, руководство нашего региона, Госкомспорта и спортивная общественность в последние годы прилагают серьезные усилия, чтобы вывести их на мировую арену. С 1968 года в Якутии проводятся спартакиады по национальным видам спорта, которые стали уже традиционными. В 2009 году с огромным успехом они состоялись уже в 18-й раз. В 2006 году указом второго президента Республики Вячеслава Анатольевича Штырова был открыт специализированный, единственный в России центр национальных видов спорта, получивший имя якутского Робин Гуда, защитника бедных и народного героя Василия Манчары. Он призван обеспечивать методическое сопровождение наиболее популярных национальных видов и национальных игр. У нас разработаны подробные и в то же время достаточно простые для использования правила соревнований, квалификационные нормативы вплоть до званий мастера спорта Российской Федерации. Вся эта деятельность проводится под руководством Ассоциации национальных видов спорта и национальных игр «Саха Спорт» при активной поддержке Государственного комитета по физкультуре и спорту и соответствующей кафедры Института физкультуры и спорта Северо-Восточного федерального университета. В республике активно действует 8 федераций по национальным видам спорта. Во многих детско-юношеских спортивных школах открыты отделения и секции. Тысячи человек систематически занимаются этими видами. Проводятся десятки календарных состязаний, на которых разыгрываются ценные призы. И систематическая деятельность в этом направлении приносит свои плоды. Якутские прыжки и масс-рестлинг входят в программу организуемых нашей республикой международных спортивных игр «Дети Азии», которые в 2012 году будут проведены уже в 5-й раз, параллельно с международным форумом «Россия – спортивная держава». По этим видам проходят официальные чемпионаты России, всероссийские и международные соревнования. Борьба хапсагай в октябре 2010 года была официально признана Всемирной Федерацией любительских видов борьбы и стала равноправным членом Комитета традиционных видов борьбы. Теперь мы имеем право под эгидой ФИЛА организовывать международные соревнования по хапсагаю. В этот же комитет включено и перетягивание палки, масс-рестлинг. Таким образом, у нас сегодня созданы все предпосылки для того, чтобы воплотить в жизнь наш принцип от национальных видов спорта к олимпийским медалям и претендовать на вхождение якутских видов спорта в олимпийскую семью. Жители Якутии по праву могут гордиться своими исконно народными играми и видами спорта, дошедшими до нас с незапамятных времен. Выработанные на протяжении веков физические упражнения и состязания коренных народов Якутии надежно сохраняются и широко применяются в современной системе физического воспитания. Народ к ним очень бережно относится, так как они развивают силу и ловкость, быстроту мышления, столь необходимые в трудных условиях севера. Суровые условия жизни на Крайнем Севере сами диктуют необходимость воспитывать в людях с измольства физическую силу и моральную закалку. В
1972 году впервые в истории якутского спорта на высшую ступень олимпийского пьедестала поднялся якутский борец Роман Дмитриев. Затем было триумфальное выступление сразу 3 представителей народа Саха на Монреальской Олимпиаде. Золото Павла Пенигина и серебряные медали Романа Дмитриева и Александра Иванова. Все они были воспитанниками и учениками гениального тренера Дмитрия Петровича Коркина, положившего в основу якутской школы вольной борьбы элементы национальной борьбы «Хапсагай». Фундаментом этих порывов на высоты спортивного Олимпа, безусловно, были национальные виды спорта и народные игры, которые бережно сохранялись нашим народом в течение столетий, передавались из поколения в поколение и служили основным средством сохранения здоровья населения в экстремальных условиях, средством выживания целого этноса. Хапсагай в дословном переводе на русский язык означает «ловкий», «быстрый». Хапсагай привлекает своей зрелищностью, красотой, неподражаемыми бросками. Хапсагай как вид борьбы – это единоборство, в котором, применяя любые приемы, борцу нужно вывести соперника из равновесия, принудить его коснуться ковра или земли любой частью тела. Даже случайное касание считается поражением. Время схватки – 4 минуты. Борцам разрешается захват за любую часть тела – руки, ноги, поясница, запрещается захват за пальцы, за голову 2 руками. Наиболее распространенными приемами являются проходы в ноги, подсечки, отхват. Исходом схватки является победа одного борца. Если оба борца одновременно коснулись любой частью тела ковра, то борьба возобновляется заново, но атакуемый борец получает предупреждение. Предупреждение дается борцу за выход за линию ковра 2 ногами, за выход за линию ковра с захватом приема, за уход от приема захвата внутри ковра. Если по истечении 4 минут чистая победа не зафиксирована, победитель определяется по количеству предупреждений. У кого меньше предупреждений, тот является победителем. Если предупреждения равны, то борец, получивший последнее предупреждение, проигрывает схватку. Участник, получивший 3 предупреждения, проигрывает схватку. Если при проведении приема, начатого на рабочей площади ковра, атакуемый падает за линию ковра, то ему засчитывается поражение. На абсолютное первенство допускаются борцы любой весовой категории. Соревнования проводятся по принципу выбывания после первого поражения. Продолжительность финальной схватки – 10 минут, полуфинальные схватки – 8 минут. People of Yakutia take pride in their ancient games and sports. Indigenous people have preserved exercises and competitions proven by centuries and still use them in physical education as they develop strength and adroitness, quickness of thinking, all the qualities critical for surviving in the north. Extreme living conditions in the far north call for upbringing children to be physically strong and mentally stable. In 1972, for the first time in the history of Yakut sports, a freestyle wrestler Roman Dmitriev won the Olympic gold. 4 years later, Montreal saw the triumph of 3 Sakha wrestlers, the gold of Pavel Penigin and silver medals of Roman Dmitriev and Alexander Ivanov. They all were brought up by Dmitry Korkin,
a genius coach who integrated the elements of Hapsagai and national sports into the Yakut school of freestyle wrestling. Naturally, that breakthrough to the athletic Olympus stemmed from national sports and popular games, preserved by our ancestors who handed them over carefully from one generation to another. They have been helping people to stay healthy and survive under extreme northern conditions. Hapsagai rules are simple. To win, a wrestler has to make his opponent to touch the ground with any third part of the body beside his feet, even accidentally. The combat lasts for 5 minutes. Wrestlers are allowed to grab any part of the body, arms, legs, waist, except for fingers. It is also prohibited to grab the opponent's head with 2 hands. The most common moves are ankle trips, single and double leg shots. If both wrestlers touch the mat at the same time, the combat continues with the attacked wrestler getting a warning. A warning goes to a wrestler for the following faults: both feet beyond the mat, leaving the mat after a grab or a move, rude wrestling, like stabbing with fists or head, grabbing fingers and so on, escaping a grab inside the mat. A notice is given in case of passive wrestling. Should after 4 minutes a winner not be determined, a wrestler with fewer warnings becomes a winner. If they have the same number of warnings, a wrestler getting the last warning loses. The same happens when a wrestler has 3 warnings. Also, if a wrestler being attacked inside the mat falls beyond it, he loses 2. However, stepping out with 1 leg does not count. The absolute first place tournament gathers wrestlers of all weight categories. The tournament is held basing on the Olympic rules. The semi-final goes for 8 and the final for 10 minutes. Одним из наиболее популярных видов спорта среди коренного населения Якутии является перетягивание палки. С выходом на российскую арену он получил современное название – масс-рестлинг – борьба на палках. Уникальность этого вида единоборств в том, что аналогов ему, насколько нам известно, нет больше нигде в мире. Если обычная борьба в том или ином виде присутствует в спортивном арсенале многих народов, дисциплины легкой атлетики также имеются практически везде, то якутский масс-рестлинг действительно существует в единственном числе. Он ведет свои корни из седой древности. Суть его и правила весьма просты. Раньше в древности этот вид спорта был просто развлечением или видом единоборства, который выявлял сильнейших людей той или другой местности. Состязания проводились в основном на национальном празднике Исэх или от случая к случаю. А с начала проведения спартакиад по национальным видам спорта на призыв Василия Манчары перетягивание палки было включено в программу этих соревнований как вид спорта. Был установлен норматив выполнения нормы мастера спорта Республики Саха. И ряд спортсменов начали целеустремленно заниматься этим видом спорта, разрабатывали для себя методику подготовки к соревнованиям. Выход арбитра и спортсменов. Приветствие. Старт. Захват
Mulai захват. Ahad tukar. Masuk tukar. Dalam cek. Dalam cek. Определение победителя. Жест судьи. Жеребьевка при счете 1-1. Gerak. Tahan. Gerak. Bola turun. Yuk mundur захват mundur. Mulai захват. Ahad tukar. Benar, benar. Dalam cek. İki bir aksandan ras köyünü işte yok mu? Запрещенные действия и приемы. Браться за руку соперника. Резко дергать палку до старта, то есть до сигнала «Че». Перехватывать и крутить палку до старта. Зацеплять и упирать палку или руки о доску упора или носок. Упираться ногами, корпусом, туловища или головой за поперечные приспособления, предназначенные для закрепления доски упора. Заступать за стартовые линии до старта. Выкручивать палку более чем на 90 градусов по направлению относительно продольной оси доски упора. Определение победителя. Он перетянул, вырвал палку. Он перетянул соперника вместе с палкой. Соперник оторвал обе ступни от доски упора. Соперник перенес одну ногу или обе ноги через доску упора дальше колена. Первое предупреждение. Поворот махать киви. Ребята там поворот. Вот. Соперник получил второе предупреждение. Соперник касается доски упора или бокового крепления доски упора туловищем или головой, коленом, бедрами или упирается ногами в боковое крепление доски упора, не касаясь одновременно одной ногой доски упора. Спорное положение. Соперники упали одновременно и не могут продолжить схватку. Соперники одновременно отпустили палку. При наползании кистей рук друг на друга в ходе схватки. Stick pulling is one of the most popular sports among indigenous people of Yakutia. When it entered the Russian arena, it was named mas wrestling, mas meaning a stick in the Yakut language. As far as we know, there are no similar sports anywhere in the world. While wrestling and elements of track and field athletics are common for many ethnic groups, mas wrestling is a unique sport indeed. As this sport appeared a long time ago, its rules are simple. In the past, it was a competition to pass time or to reveal the strongest in a certain area. Competitions took place at the traditional summer festival Issekh usually. As a sport, it was first included into the program of the national sports tournament in the 20th century. After that, a number of athletes started intensive training in this sport and developed methods of preparing for competitions. The rules of the sport are as follows. Two athletes sit on the ground facing each other with their feet against a board. They hold a wooden stick with both hands and try to pull the opponent to their side or snatch the stick from his hands.
The referee and athletes appear and greet each other. The duel starts with the referee's command Belem Che, meaning ready, go. The referee points out the winner. Casting lots with 1-1 score. Олар дұрып. Yok mundur sakvatın götürdü. Allah sakvatı. Ahap tutuğa. Könler, könler. Gördük. Belem, gel! Gel şimdi. İki bir aksandan rast köyünü gidişte yok mu? Bak, şey yok. Prohibited moves. To overlap the opponent's hand. To pull the stick before Che, go command. To hold the stick at one's side before start. To rotate the stick before start. To hook or rest the stick or hands against the board or one's feet. To touch the side device fastening the board. To step beyond the starting line before start. To rotate the stick over 90 degrees to the board's longitudinal axis. An athlete wins if he pulls over or snatches the stick, he pulls over the opponent with the stick, the opponent detaches both his feet from the board, the opponent moves one or both legs over the board past his knees level. The opponent gets the second warning. The opponent touches the boards or the fastening device with his body or head, knees or thighs, or rests his legs against the side fastening device without resting one of the legs against the board. Disputable position. Opponents fall at the same time, not able to continue a duel. Opponents let the stick go at the same time. Their hands overlap during the duel.